Здравствуйте, уважаемые скорпионы! Рада вас приветствовать. И это ваш расклад на новый 2021 год. Посмотрим по 12 сферам, что будет в этом вашем новом году происходить. Если какая-то тема будет очень важная, затронет вас, пишите обязательно комментарии. Итак, 12 сфер вашей жизни, дорогие скорпионы. Личность ваша, ваши финансы, ваше окружение и контакты, дом, семья, недвижимость, любовная сфера, работа, здоровье, ваши партнеры, кармическая задача на год и ваше самообразование, карьера, общество вокруг вас и ваше внутреннее состояние. Скорпионам на год выпадает карта девятка чаш. Это карта полного удовлетворения. Это карта, когда мы получаем все желаемое, о чем только мечтали. А девятка чаш у нас карта оптимизма, да, когда мы смотрим на жизнь вот широко раскрытыми глазами. Мы все хотим, мы везде хотим побывать, нам все интересно, мы всех любим, и себя в том числе, да, то есть девятка чаш, конечно, очень радостная карта, когда весь год у нас вот проходит вот под таким настроением. Удовольствие от жизни, удовлетворение от всего, что мы делаем, от общения в том числе и от исполнения наших желаний. А также эта карта говорит о том, что мы выходим на новый уровень на какой-то или вот-вот только выйдем, да, то есть здесь действительно идет какое-то значительное продвижение, может быть, помощь от других людей приходит, здесь может быть повышается наш уровень финансов тоже рядом, тем более у нас карта восьмерка пентаклей, это еще одно подтверждение, что у нас в жизни все будет очень хорошо, да, наша материальная сфера, это наши ресурсы, они нам дают себя почувствовать такими вот наполненными, радостными, оптимистичными. Финансы говорят о том, что у нас будет все неизменно, да, то есть вот сколько вы зарабатывали до этого, будете столько же зарабатывать. Ну, может быть, здесь и будет какой-то рост незначительный, самое главное здесь стабильность. Не будет каких-то резких переходов, то много денег, то мало денег. Будет именно все так же, как и было стабильно. Если же не было стабильности, то она появляется. Здесь действительно заслуженные какие-то деньги приходят. Восьмерка пентаклей у нас карта вот именно победы в этой денежной сфере. Ставили какие-то цели, если денежные, они обязательно воплотятся. А здесь могут быть выигрыши, кстати, может быть даже совершенно неожиданные. Какие-то подарки денежные могут приходить, еще кроме того, что вы зарабатываете. Также по этой карте может быть какая-то ситуация, когда вы много тратите на отдых, на праздники, то есть много работаете и много отдыхаете, да, то есть хорошо тратите на отдых. Есть возможность вот наслаждаться какими-то приятными вещами. Если кто-то собирался покупать недвижимость, по этой карте, в принципе, это тоже возможно. Здесь не так прям много денег, но может быть какая-то часть вам необходимая придет. А теперь карта вашего окружения, общения, знакомств, обучения, поездок каких-то недалеких. Здесь у нас карта шут выпадает. Это как раз то, что необходимо в этой сфере. Новые знакомства, новый поворот событий, когда вы оказываетесь, может быть, в каком-то новом месте, когда у вас открываются какие-то таланты, способности, когда вы знакомитесь с новыми людьми. Просто замечательное время. Это старший аркан, то есть сфера вот этого близкого окружения и обучения, поездок, она для вас очень важна. И здесь все начинается заново, все обновляется. И от вас требуется вот возможность принимать то, что жизнь дает. Присылает судьба людей новых. Важно с открытой душой к ним идти, да, или приходит шанс на то, чтобы реализовать себя, может быть, научиться чему-то новому,
тоже нужно это сделать. Если, допустим, вы всегда мечтали куда-то поехать, переехать, может быть, да, нужно это сделать будет в этом году, потому что будет шанс обязательно. Давайте смотреть следующие сферы. Так, вот у нас сфера недвижимости. Как раз здесь девятка пентаклей попадает. Все, что вы хотели приобрести, вы приобретете. Если вы планировали недвижимость, может быть, и ее тоже будете приобретать. Даже, знаете, может быть, больше заработаете, чем рассчитывали в этом году. Посмотрите, здесь восьмерка пентаклей, а тут девятка пентаклей. Может быть, кто-то еще поможет из семьи, да, из членов семьи добавит денег для того, чтобы вы могли приобрести все, что необходимо. Также продажа, может быть, недвижимости, если вы планировали. Если, допустим, вы что-то хотели в дом, ремонт, какую-то красивую мебель, что-то очень такое долговечное, дорогостоящее, тоже здесь все получится. В семье тоже все в порядке. Девятка пентаклей говорит о том, что каждому в вашей семье есть место, и каждый себя реализует самым лучшим образом. Может быть, будет какое-то время в течение вашего года, что вы будете оставаться в одиночестве и вот будете наслаждаться жизнью, да, когда вы ни от кого не зависите и на вас никто не влияет, это вот доставит вам тоже удовольствие. Карта влюбленности здесь как раз выпадает рыцарь чаш. Это как раз та самая карта, которой здесь и место. Если вы не в паре пока что, ждали своего человека, вы встретите человека для любви. Будет предложение вместе жить или предложение руки и сердца. В общем, какие-то очень важные вещи у вас здесь происходят в вашей личной жизни. Если же у вас уже есть пара, то вы здесь просто как в новый медовый месяц будете ощущать друг друга, вот именно вся полнота чувств, да, какая только есть, какие у вас только есть возможности и желания, все будет осуществлено. Рыцарь чаш – это карта как раз вот такой полноты любви, когда ваши желания удовлетворяются, когда вы заботитесь друг о друге. Просто замечательно здесь. Если же дело касается детей, то здесь и зачатие возможно, и рождение ребенка, и здесь вы становитесь родителями или бабушками, дедушками. Если же говорить о своем деле, для кого-то это сфера творчества, любимое дело, у вас может предложение какое-то быть, начать его, вот это новое дело, да, либо, может быть, вы занимались все время это как хобби, а теперь переведете его вот в новую плоскость, да, то есть это станет дело, которое будет приносить вам финансы. Тоже здесь все получится, это будет все с удовольствием, легко, и вы очень многого даже в этот год достигнете, будете очень гордиться собой. Это сфера работы и здоровья. Здесь у нас выпадает дьявол. Опасная сфера, старший аркан. Тем более к здоровью нужно быть очень внимательными, особенно с сексуальными связями. Да, вот здесь тем более рядом у нас рыцарь чаш, может быть там незащищенный секс, допустим, да, будьте очень аккуратны, этого не допускайте в 2021 году, потому что могут быть непредсказуемые последствия. И вообще у нас дьявол – это карта такого соблазнения, да, когда мы можем лишнего съесть, лишнего выпить, какие-то привычки, которые разрушают наше здоровье, или знакомство с людьми, к которым мы испытываем чувство зависимости, что тоже нам вредит. То есть здесь вот такие ситуации могут быть. Если же говорить о работе, то это повышение в работе. Это когда вы получаете какую-то должность руководящую. Это когда вы становитесь более значимыми в глазах вот коллектива, да, с которым вы общаетесь, работаете. Очень хорошая возможность для работы, может быть, перемены работы или просто укрепление ваших позиций вот там, где вы уже работаете. В принципе, тут с работой тоже очень хорошо, но смотрите, будьте осторожны, если вы работаете с документами или с деньгами, если у вас материальная какая-то ответственность есть, обращайте внимание на то, что вы подписываете, чтобы не было такого, что вас кто-то здесь подставит. Следующие сферы. Тройка мечей выпадает в позицию партнерства.
с партнерами будет сложно договариваться, может быть, будет очень много чувств, подчинить их разуму будет сложно. Да? Здесь может возникать ревность, вы можете решать с партнером проблемы, связанные с лишними людьми. Это могут быть друзья-партнеры или ваши друзья-подруги, или это родители, которые вмешиваются, или еще кто-то, кто вмешивается в ваши отношения, мешает вам жить, мешает понимать друг друга и заставляет вот там ссориться, конфликтовать и так далее, да, то есть выходить на ножи. Эта ситуация касается отношений в браке. Если же у вас партнер есть в бизнесе, да, то карта не рекомендует третьего человека партнером брать. То есть пока вы вдвоем, вам будет легче договориться, легче контролировать ситуацию, легче зарабатывать. Но если будет кто-то как бы предлагать свои услуги и стать третьим партнером захочет, вот этого лучше не надо, потому что начнутся проблемы. Если говорить о тех, кто хочет вступить в брак в этом году, скорее всего, это ситуация, когда будет такое привыкание. Да, здесь может быть брак. Вообще у нас тройка мечей. Это документы, которые мы подписали, да, и эти документы меняют наш статус. Но будет сложная ситуация притирки характеров, да, особенно трудно, когда много чувств, много эмоций, и как-то разумно здесь разбираться с этими вопросами будет сложно. Кармическая карта у скорпионов тройка чаш. Здесь вас судьба будет проверять не проблемами, а радостью, наоборот. Вам будет предлагаться что-то очень такое хорошее, расслабляющее. Вам будет даваться счастье, любовь, праздник. И судьба будет смотреть, как вы будете на это реагировать. То есть не зря говорят, что человек проверяется не только в горе, но и в радости. Когда у нас все плохо, мы стараемся работать над собой, мы стараемся что-то делать, вот выкарабкиваться из этих ситуаций. Когда у нас все хорошо, мы можем расслабиться и ничего не делать. Так вот, судьба будет проверять нас счастьем, радостью и изобилием. То есть нужно и в этих обстоятельствах не потерять свою цель, не потерять желание развиваться, добиваться чего-то лучшего, не потерять себя, своих чувств и так далее. То есть тройка чаш, конечно, карта очень хорошая. Она говорит о благоприятном развитии ситуации, да, то есть вот такой очень приятный способ проверки судьбы будет. Но не забывайте, что нужно все-таки об ответственности не забывать. Теперь карта саморазвития. И опять же у нас тут туз чаш выпадает. Очень приятные будут способы, да, через любовь, через взаимоотношения, через занятие любимым делом вы будете развиваться. Очень хорошие перспективы открываются для того, чтобы вам изменить себя, изменить свою жизнь, стать счастливее. Для карьеры выпадает рыцарь Пентаклей. Это карта профессионала, профессионализма высокого, да, то есть вы как раз таким и будете в этом году, и все будет стабильно, вы будете медленно, но верно продвигаться к своим целям, и вас будут все уважать, ну просто замечательно. Карта материальная, когда вот ваш профессионализм находит отклик у тех, кто вот с вами работает, да, с кем вы работаете. Финансы будут приходить на ваш профессионализм. Очень хорошая карта осуществления ваших целей. Только тут не нужно спешить. Если вы хотите что-то очень быстро поменять вот в этом году в карьере, не получится. Скорее всего, здесь нужно будет очень медленно двигаться. Так, рыцарь у нас Пентаклей. Но здесь, скорее всего, нужно будет закрепиться вот в том состоянии, в каком вы уже есть. Нужно закрепиться вот в том престиже, какой есть, в материальном благополучии, в статусе нужно будет закрепиться. Если какие-то были проблемы, связанные с деньгами, долгами, сделками, то тоже их нужно будет разрешить в течение года. Если нужно заключить какие-то деловые контакты, можно это делать, но лучше сохранять старые.
Это сфера, знаете, деловых контактов, звонков, поездок. Но здесь обязательно нужно помнить о своей выгоде, да, то есть не нужно забывать о том, что вы не только профессионал, а вы еще с помощью своей работы обеспечиваете себя и свою семью. Окружение, наше окружение, как нас видит, шестерка чаш. Замечательная карта, когда у нас состояние покоя на душе, когда нам все нравится, когда близкое окружение нас любит, поддерживает, когда мы можем поговорить обо всем, у нас сходятся как-то цели, планы, задачи. В общем, очень комфортная карта. Также здесь может быть ситуация, когда проясняются какие-то моменты из прошлого с вашими вот друзьями, может быть, старыми, да, вот что-то здесь может выходить на поверхность. Или, может быть, знаете, если кто-то был вам должен, да, может быть, долги отдают, или кто-то на вас обижался, вас прощают, или вы кого-то прощаете. Очень интересно здесь все происходит, но все к лучшему, да, все здесь стабильно, приятно, с комфортом. И карта вашего внутреннего состояния. Действительно, вы чувствуете, как сильно вы меняетесь. Может быть, придется вам нелегко в этот период, дорогие скорпионы, потому что действительно основные изменения, они будут проходить внутри вас. Будет меняться восприятие себя, будет меняться восприятие других людей, обстоятельств, мира вокруг вас. Да? То есть, может быть, придется работать со своим подсознанием, прощать кого-то. То есть, действительно, здесь будет очень много работы, связанной с внутренним миром. И вы действительно станете за этот год другим человеком. И в следующем году наверняка это проявится в каких-то событиях. Но пока что вот работа внутренняя идет. Действительно, тот человек, какой был раньше, Скорпион, да, он уже совсем другой. Вы уже не похожи на себя. И может быть действительно даже люди, которые рядом с вами, они это замечают. Видите, нет никаких конфликтов, нет никаких споров, ссор и так далее. Да? То есть вы меняетесь, и вокруг вас все меняется. Друзья, очень хороший год у скорпионов. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад на год. Желаю вам отличного Нового года, желаю счастья в личной жизни, здоровья и финансовых улучшений. Всего вам доброго, до свидания.